Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Сначала я коротко расскажу необычную историю собачки Дашки. Небольшая, очень самостоятельная девчушка. Скиталась по всему городу, замечали ее в разных районах. Пока Дашка бегала по городу в поисках своего человека, ведь не просто же так она скиталась, она искала того единственного человека, которого бы смогла полюбить и который бы смог подарить ей заботу и ласку. Осенью Дашка попала в отлов. Сотрудница отлова приметила красивую, смышленую девчонку, приласкала, поговорила. Много ли надо бездомышу? Дашка полюбила этого человека, сотрудника ППЖ. Вскоре Дашку выпустили из ППЖ. И вот в этот период ее, видимо, и порвали, полагаю, что сородичи, большие собаки. У нее было разорвано лицо и даже задет глаз. Досталось ей. Но на этот раз волонтеры сумели забрать ее на передержку. Но и оттуда умная Дашка сумела сбежать. Сбежала и вернулась в ППЖ к любимой своей сотруднице. Да хватит же бегать, Дашка, решили мы. И вот она в Москве. Я от всего сердца благодарю всех, кто оказал посильную помощь и помог оплатить перелет 6 хвостиков. Перелет прошел в штатном режиме, никаких эксцессов не было. Прилетели гладкошерстные и больная Майя. Не все, конечно, остаются еще те, кому очень холодно на уличной передержке. Но других вариантов у нас пока нет. Ищем пассажиров – это самая больная наша тема. Даже за вознаграждение очень немногие соглашаются взять собак, и вы понимаете, почему. Хорошие. Так, это у нас, ага, малышка, да, едем. А я остаюсь с этими. 4 рук не хватает, поэтому через дорогу скачет, прислоняет, а то вот эта вот тележка кувыркается, переноска большая очень. Ой.
держу рукой и снимаю одновременно, чтобы показать, какие золотые дети приехали. Не скулим, не скулим, не скулим. Скоро выйдем, да, будем писать, как и кушать. Все будем делать в этой жизни. Вот. Ну, какие сладкие. Две сестренки, видимо. Хорошенькие. Чудо. Прилетела и Майя, которой недавно в Якутске сделали операцию и у которой была потеря крови большая. Прилетела и сразу в клинику, сразу операция. Операция сложная и недешевая. Некроз поразил уже внутренние органы. Нет мочеиспускания. Пока врачи разбираются. Поставлен катетер. Возможно, понадобится донорская кровь, так как операция была и снова потеря крови. Возможно, будет еще одна операция, если не разрешится вопрос с мочевым пузырем, мочеточником и почки. Покажут анализы. А пока нахождение и лечение Майи под вопросом. Друзья, за Майю висит долг. Врачи могут отказать в лечении, и об этом они постоянно говорят. Оплачивайте, и чтобы авансом были еще какие-то деньги на счету у Майи. Оплатить нечем, пожалуйста, помогите. Погасить долг за операцию, обследование и круглосуточное лечение Майи. Она так настрадалась по вине людей, что мы стараемся как-то искупить вину недочеловека. Нам очень нужна ваша помощь. Каждый день с ней проводят много разных процедур. И все это стоит денег. Друзья, помогите, пожалуйста. Посмотрите, друзья, какое песочное чудо подкинули к магазину неделю назад. Это чудо еще и беременная. Она подбегает к машинам, и когда кто-то выходит из нее, встает на две лапы и просится в машину, как цирковая собачка. Ведь из машины веет теплом, а погреться негде. Коротколапка, может, килограмм 10. Прошу, умоляю в Якутске запустить хоть в магазин, дать погреться. Хотя это не спасение. Пока греется полчаса-час, надо принять решение мне, что делать с собакой. Выпускать ее назад на мороз или забирать. Если забирать, то следует вопрос, на что содержать. Фусечка, собачка Фуся. От нее отказался хозяин, сдал в ППЖ, как раз когда начались сильные морозы.
Но не для улицы эта тонкая и очень худенькая девочка. Мерзнет она в будке. Вся дрожит, ножки поджимает. -40, одни косточки. И забирать уже некуда, и не забрать нельзя. Что делать, друзья? Ну надо же ее вывозить. Помогайте, пожалуйста, нам. Вот этот щенок, подросток, неземной красоты, голубоглазик, весь в инее дрожит. Это его первая зима. Ему месяцев 5-6. Знакомится с лютыми морозами в ППЖ на цепи. Холодно, -40, не пробежаться, не размять ножки, только лежать, сидеть и околевать ребенку. Как его не спасти? Как пройти мимо? Когда карты опустошены, то и не на что. Нам всегда нужна ваша помощь.